От умеренного консерватизма до изощренного постмодернизма. Книжная графика в исполнении мировых звезд в Минске. Уникальную коллекцию в Национальном художественном музее оценила Илона Бутовская. Стиль життя сур'ёзных, разумных и паспяховых людей. Такой силой надзяляе свае кнігі адно з вядучых выдавецтваў Санкт-Петербурга. Да гэтага яшчэ дадаць супрацоўніцтва са свяціламі кніжнай графікі, прызнанне на шматлікіх конкурсах і знаходжанне кніг выдавецтва ў зборах сусветных мастацкіх устаноў. Нужно отдать очень большое должное этим товарищам, которые занимаются столь благородным делом возрождения хорошей книги, которые прививают вкус книги современному читателю и которые возвращают понятие «книга» в роскошном переплете, которое удобно подержать в руках, которую приятно почитать. Санкт-Петербургский графічны скарб теперь можно убачить и в Беларуси. Амаль на месяц уникальная коллекция переехала в Национальный мастацкий музей. За 8 годов выставочной деятельности для российского выдавецтва стало доброй традицией демонстрировать не только книги, а и работы авторов и нават самих мастакоў-графиков. Это событие не только для города Минска, но и для Беларуси очень большое. В этих работах есть большая культура, так же как и культура изданных книг. У одной выставе яны паспрабавалі аб'яднаць усё і рускую літаратуру замежную, і сучасную, і класіку. У экспазіцыі амаль 300 работ 60 вядучых сусветных мастакоў-графікаў. Ад легендарных Александра і Владимира Траўгод, стваральніка мультыплікацыйнага Льва Бонифация Сергея Лимова, да нашага суайчынніка, вядомага далёка за межамі рэспублікі, Барыса Заборова. Это возможность показать не только искусство книги, но еще искусство графики. Вот здесь представлены многие техники: афорт, литография, и монотипия. И, в общем, художнику есть возможность благодаря издательству иметь поблизости и показать то, что он умеет. Менавіта спалучэнне так званай мастацкай свабоды дзеянняў, палёту фантазіі з лепшымі традыцыямі кнігадрукавання і дазваляе ў выніку атрымліваць вытанчанае мастацтва. Илона Бутовская, Алина Борматова, Денис Соколовский, Першы канал.